Лист кыргызских франшиз расширяется. Уже 8 местных брендов масштабируют свой бизнес через продажу прав на использование своего бренда и бизнес-модели. Среди них проект компании «Супара» Кыргыз-Сонундук. Франшизу бренда уже продали в Москву. Какие еще есть способы роста для бизнеса? У аналитиков есть ответ – увеличивать присутствие женщин и в первую очередь среди управленческого персонала. Еще 2 года назад в McKinsey подсчитали, что равная вовлеченность женщин и мужчин в экономику увеличит к 2025 году мировой ВВП до 25 триллионов долларов. Одно из последних исследований говорит, равная гендерная представленность в бизнесе увеличит прирост глобального ВВП вдвое. И IT-сектор может стать здесь флагманом. Все больше женщин идут в сферу, которая до недавнего времени считалась едва ли не сугубо мужской. В ближайшие полчаса программа Capital продолжит эфир. Оставайтесь с нами. Одно из самых популярных видео на Facebook-странице программы Capital – сюжет о проекте Кыргыз-Сонундук. Это новый продукт компании «Супара» – фастфуд с традиционными блюдами национальной кухни. Как оказалось, идея стала популярной не только среди пользователей социальных сетей, но и среди представителей бизнеса. В ближайшее время в Бишкеке откроется еще одна точка Кыргыз-Сонундук, но ее откроет уже не менеджмент «Супары», а покупатели франшизы. Ожидается открытие также 3-й точки, на этот раз в Москве. Там тоже нашлись покупатели этой франшизы. Партнерами выступают наши соотечественники, которые очень скучают по национальной еде, которые ориентироваться только на кыргызстанцев будет неправильной тактикой, потому что у нас и так население небольшое, ну и даже за границей мигрантов не так уж много, что они могут всю продукцию кыргызских франшиз выкупать. Совсем неправильно будет, опять же, Кыргыз-Сонундугу тоже ориентироваться только на мигрантов в России, хотя их там около 1 миллиона, да? Поэтому мы говорим, что это не кыргызская национальная еда и так далее, а мы говорим, что это экологически чистая, это очень полезная еда для всех, не только для кыргызов. И точно так же, когда кыргызский бренд выходит на международный рынок, он должен смотреть в первую очередь на потребности того рынка, куда заходит, или же создавать потребность в том рынке, куда заходит, популяризировать свой продукт, делать так, чтобы ее полюбили, привыкли к нему и создавать спрос для себя. В интервью Capital основательница бренда Кыргыз-Сонундук и владелица компании «Супара» Жанылсынзат Турганбаева рассказала, что идея кыргызского фастфуда появилась из чувства здоровой конкуренции. В какой-то момент Жанылыджа поняла, что Кыргызстан так и не предложил рынку свой аналог Макдональдса или KFC. При этом в создании бренда идея не самое главное, не менее важно, как упаковать свой бренд и реализовать его. В первую очередь надо утолить голод визуально, а потом можно и о желудке подумать. Почему чиновники жадные? Потому что у них глаза голодные. Думаю, что важна не только начинка, но и сытость глаз, визуальное оформление. То же самое можно сказать о национальной еде. Почему бы, допустим, красиво не упаковать ту же джубку? Представляете, как будет рад покупатель, если увидит продукт из детства, вспомнит бабушкину еду. Если нам это удастся сделать, то он на 100% наш клиент. Мне же попалась в руки книга Сулаймана Каипова о еде памирских и ванских кыргызов, и я там заметила слово «сонундук». Стала расспрашивать, что означает. Оказывается, это значит смак, вкусная еда, и мне очень понравилось это слово. Обычно любовь подразумевается в паре. Влюбленные каждую минуту думают о своих любимых, а когда влюблен в свой бизнес, то каждую минуту думаешь о том, как бы улучшить его. Но если думать лишь о выгоде, то вряд ли можно добиться успеха. Лист кыргызских франшиз расширяется. Кыргыз-Сонундук – один из 8 местных брендов, которые начали масштабировать бизнес через продажу прав на использование своего бренда и бизнес-модели. Через франшизу рынки завоевывают компании, которые предлагают услуги маникюра, точки общественного питания. Главное во франчайзинге – помнить, что продукт должен быть ориентирован на глобального потребителя. Основательница первого франчайзинг-консалтинга Сайкал Асылбекова в интервью Capital рассказывает, как понять, что твой бизнес готов к франшизе. На сегодняшний день франшиза – это один из наиболее распространенных вариантов открытия и ведения бизнеса. Наверняка вы сами являетесь клиентом или покупателем компании, которая ведет свой бизнес по франшизе
франшизе. У кого-то есть товары, технологии, товарные знаки, готовые схемы ведения бизнеса, которые позволяют делать успешный бизнес. Этот кто-то продавец франшизы или франчайзер. Он дает согласие покупателю франшизы, то есть франчайзи, за определенную плату использовать товарный знак, логотип и другие атрибуты бренда, которыми он отличается от конкурентов. Итак, франчайзинг – это бизнес, работающий под известным брендом на условии соглашения франшизы. Не все бизнесы готовы к франчайзингу. Есть определенные параметры, категории, наличие там своих точек нескольких. Это доказывает то, что они свои операционные процедуры открытия, там, захода на рынок несколько раз повторили и протестировали свою бизнес-модель. Это то, что их продукт пользуется хорошим спросом. Это их прибыльность. Они сами должны быть успешным бизнесом. Если другие люди приходят, просят работать под их брендом или открыть их филиал в других регионах или в других странах, это тоже хороший показатель. Налаженные бизнес-процессы, наличие технологий, таких как CRM-система, да, и другие виды автоматизации бизнеса. Мы спрашиваем, вот вы готовы сами дальше открыть свою же точку, или вы предпочитаете больше свои точки не открывать, а только продавать франшизы. Если человек говорит, я только хочу продать франшизы, то это тоже не совсем правильно, я считаю, потому что нет выгодности в его деле. То есть ему невыгодно заниматься открытием своих точек. Опять же, прибыльность смотрим. Если сама компания умирает, и они видят выход из кризиса через франчайзинг, тоже не пойдет. То есть они должны быть успешными, и они должны транслировать свой успех. И если они сами сейчас в кризисе, чему они могут научить других? Да? Покупая франшизу, как правило, владелец приобретает все необходимые для ведения этого конкретного бизнеса знания и технологии. В пакет франшизы обычно включены дизайн помещения. Владелец франшизы обязан открывать свою точку продажи в едином для бренда стиле. Единый дизайн может касаться и продукции, например, упаковки для товара. Франшиза подразумевает и наличие готового бизнес-плана, где прописаны все необходимые затраты на запуск бизнеса. Также в франчайзе будут представлены рекомендации и консультации по подбору персонала, идеи и наработки по продвижению и рекламе. Бывают разные кейсы, в среднем от 2 до 4 или 5 месяцев. Прописывается полностью юридический пакет, маркетинговый план, B2B, B2C, то есть как продавать саму продукцию и как продавать франшизу. Прописывается HR-план полностью, программа обучения сотрудников, прописываются операционные процедуры, ежедневные, еженедельные, ежемесячные. Также финансовая модель, то есть финансовый образ компании. Любой инвестор должен знать, сколько он должен вложить, через сколько окупится. Очень важный момент – это правильно выбрать партнера, который соответствует вообще их философию, ценности, чтобы одни были. Вообще франчайзинг – это не продажи. Франшиза – это выбор партнера и поиски партнера. Этот выпуск мы не просто так начали с истории женщин в бизнесе. Равноправие в сфере бизнеса и равное вовлечение как мужчин, так и женщин в предпринимательстве позволит увеличить прирост мирового ВВП в 2 раза. Об этом говорится в исследовании Boston Consulting Group, одной из 3 крупнейших мировых консалтинговых фирм. Если и бизнесвумен, и бизнесмены будут представлены в мире предпринимательства равно, то ежегодный прирост ВВП вырастет с 3% до 6% или с $2,5 триллионов до 5 триллионов. Сейчас, когда многие аналитики прогнозируют очередной мировой кризис, это действительно может стать выходом. В 2019 году мировой объем ВВП увеличился на 2,9%. Это считается мало, так как всего 0,4% до порога, который ассоциируется с глобальной рецессией или замедлением темпов роста. На сегодняшний день пока не дает такого роста, никакой экономический рычаг, никакой политический рычаг не дает такого роста. Только дайте женщинам одинаковую возможность. Рост экономики, рост благосостояния страны, оно же имеет 3 основных элемента. 3 самых основных элемента. Это капитал, это инвестиции, это труд. И когда у нас есть возможность вот этот труд полностью себя реализовать,
капитализировать. Конечно, благосостояние страны зависит напрямую от этого. Я была тоже поражена увидеть в данных Кыргызстана, что, например, женщинам запрещено иметь профессии в более 440 разных видах. Такого, например, запрета нету ни одного у мужчин. Очень важно посмотреть, что как мы вообще воспринимаем, да, именно роль женщины в экономике, или, скажем так, напрямую, благосостояние страны с учетом того, как мы ей запрещаем или дозволяем как общество, не законодательно, а именно как общество. К слову, даже крупные мировые компании лишь идут к гендерному равенству. Новостью в мире бизнеса стало то, что компания Unilever достигла гендерного баланса в своем менеджменте. Это один из крупнейших мировых производителей бытовой химии и продуктов питания, владеющий такими брендами, как чай Липтон, кетчуп Балтимор, майонез Кальве, мыло Дав, Фриксона и многими другими. По всему миру у компании 14 тысяч позиций для управляющего персонала, и в прошлом году половину из них заняли женщины. Еще в 2010 году женщин в управлении Unilever было 38%. Как пишет Bloomberg, равноправие достигнуто и в сфере управления финансами, где обычно женщины не так широко представлены. Вообще, на то, чтобы на планете было достигнуто полное гендерное равенство, понадобится 99,5 лет. Такие данные приводятся в отчете Всемирного экономического форума Global Gender Gap Report 2020. За последние десятилетия гендерный разрыв в мире сократился с 41% до 31%. Самой равноправной все десятилетие является Исландия. В этой стране женщины отстают от мужчин всего на 12,3%. Гендерный разрыв или gender gap – один из главных показателей экономического и социального неравенства между мужчинами и женщинами. Он измеряет разницу в доступе к доходам, власти, образованию и здравоохранению между мужчинами и женщинами. Особо важен такой показатель, как wage gap или разрыв в заработной плате, который показывает разницу между заработными платами женщин и мужчин за одну и ту же работу. В топ-10 стран с наименьшим гендерным разрывом помимо европейских оказались Никарагуа и Руанда. Кыргызстан в этом рейтинге на 93-й строчке из 150 стран и по сравнению с прошлым годом спустился на 7 ступеней вниз. При этом чуть выше позиция страны по такому показателю, как экономические возможности, 88 номер и 82 по доступу к образованию. Среди 22 стран региона Восточной Европы и Центральной Азии наиболее низкий гендерный разрыв в Латвии, Кыргызстан пятый с конца, хуже гендерные показатели в регионе в Азербайджане, Армении, Венгрии и Таджикистане. IT-сектор один из тех, что сокращает этот разрыв с наибольшими темпами. Женщины играют все более заметную роль в управлении в IT-секторе. О полном гендерном равенстве говорить пока не приходится, однако топ-менеджеры ведущей индустрии уже давно не редкость. Канат Рыскулов о женщинах, которые меняют виртуальный мир и не только в глобальном IT-секторе, но и на местном рынке. Глава IBM Джинни Ромети поставила на кон будущее своей компании в ходе сделки по приобретению IT-гиганта Red Hat. Сделка была завершена в 2019 году. Для генерального директора YouTube и бывшего менеджера Google Сьюзан Вайджицки 2019 год тоже сложился не очень простым. Все больше критики в адрес YouTube, но тем не менее Вайджицки справляется со своими задачами. Например, в 2019 году число новых подписчиков возросло до 300 миллионов, и общее число юзеров YouTube, зарегистрированных именно, составляет 1 миллиард 800 миллионов подписчиков. Сафра Кац, глава корпорации Oracle, или Oracle по-нашему. Компания занимается тем, что создает операционные системы. Так вот, Сафра Кац в 2018 году заработала аж целых 108 миллионов долларов, тем самым став одной из самых высокооплачиваемых специалистов Америки. И сегодня самый главный вопрос у нас, как развивается IT-сфера в Кыргызстане, и в том числе, какое место в нем занимают женщины. Именно в Кыргызстане, да. За последние, наверное, пару лет IT стало очень популярным, как и среди, наверное, мужчин и женщин, мальчиков и девочек. Поэтому, в принципе, я скажу, что сейчас у нас тенденция очень хорошая, и я не сильно вижу разницы. То есть, если это девушка или парень, чтобы у тебя были какие-то проблемы в сфере IT. Я сейчас знаю достаточно много
скажем так, девушек, которые уже работают разработчиками, тимлидами, проект-менеджерами в IT-сфере, которые уже, ну, скажем так, достигли очень хороших карьерных результатов. Я думаю, это одна из профессий, где нету именно разделения на мужчин и женщин. Это все-таки интеллектуальный такой труд. И если вы, в принципе, знаете свою профессию, то работодатели, либо сама индустрия, ей не важно, какого вы пола. И поэтому я здесь, наверное, скажу, что просто зависит от человека. Здесь даже в основном от девушек. Если девушки сами хотят и сами идут в эту профессию и хотят работать и добиваться чего-то, то преград нету. А вообще сложно вам было пробиться именно в этой сфере и доказывать, что вы сможете возглавить большую компанию, стать управленцем? Я вот пытаюсь вспомнить, насколько это было. Я не скажу, что сложнее, чем в обычном проекте или прям какие-то были препятствия. Здесь, наверное, в основном в голове то, что если я буду так делать, что люди скажут, или если я вот так скажу, то как они отреагируют и так далее. Но в какой-то момент, мне кажется, вот хорошая часть, то, что можно просто забыть про это, то, что вот я именно девушка, и на этом акцентировать. То есть и просто идти вперед, потому что я очень часто говорю, ну, вот девушкам, кто начинает карьеру, то есть не включайте, пожалуйста, девочку. В плане, когда девушки сами начинают, вот там, я девочка, я вот это не умею, не могу и так далее, то есть вот это уже накладывает такой барьер, во-первых, для них, во-вторых, уже и коллектив, и коллеги в проекте начинают уже как бы так относиться. Поэтому, если вы профессионал, если вы знаете свое дело, мне кажется, здесь просто нужно работать, инвестироваться в это и делать это хорошо. Вообще во многих секторах законных барьеров для самореализации женщин нет. Большинство запретов в стереотипах, в головах. Чтобы достичь гендерного равенства, говорит глава представительства ООН «Женщины» в Кыргызстане, важно понимать и соблюдать права человека. Нормы поведения в отношении дочерей семейства, которые были оправданы, когда у женщин было меньше прав, сейчас уже не работают. Верховенство закона, по словам представительницы UN Women, верный путь к миру, где есть гендерное равноправие. Самое основное благо любого государства – это его люди и человеческий ресурс. И когда мы смотрим на любую концепцию страны, вот особенно вот в стране Кыргызстан, всегда есть такое понимание, что страна, как бы основная ячейка страны – это его семья. Но мы очень мало задаемся таким вопросом, например, а от кого состоит семья? Кто в этой семье, какие у них взаимоотношения. Очень важно понимать, что каждый член этой семьи имеет свои права, которые защищены законом. Если вот сравнить, например, строй взаимоотношений в семье сейчас со строем, как раньше было, конечно, там идет огромная разница. Почему? Потому что когда вот сильно защищалась, да, вот, например, конкретная часть, например, дети или женщины или старики, мы говорим про эру или эпоху времени, истории, когда не было верховенства закона. Сейчас семья и все члены его, да, этой семьи, они находятся именно под покровом верховенства закона. С начала даже этого года мы видели, сколько много женщин были даже убиты самими мужьями, да, вот, или членами семьи. И эти ситуации происходят только потому, что все-таки есть такое доминирующее понимание, что само суд должен свершаться. И как бы, как мы это видим, как мы его понимаем, именно те люди, которые совершают вот такого рода самосуд, они не совсем
понимает и принимает именно верховенство закона. Мне кажется, у нас в целом проблема с пониманием того, что такое личность и что каждый человек индивидуум. И вот это, наверное, какая-то часть там, социокультурных привычек и традиций, там, то, что принято называть менталитетом, общественной психологией и так далее. Как бы для того, чтобы преломить вот эту ситуацию, то надо работать наверняка вот в этом направлении, да, в объяснении того, что каждый человек — это индивидуум. Я совершенно согласна вот именно с этим подходом, что нам надо максимально много просвещать и население, и не только просвещать, но и вовлекать в обсуждение. А что такое человек с его и с ее правами? У нас общее такое представление, что человек, который это имеет голову, 2 руки, тело, 2 ноги. Но мы не совсем тоже принимаем такой аспект, что что если у человека нет 1 ноги или руки? А если человек не может сам ходить? Да? Или человеку нужна какая-то техническая помощь, чтобы он или она разговаривала? Почему мы не рассматриваем его как целостного человека, не понимая именно сути, кто такой человек, какие права, да, и как это основывается именно на основе конкретных ценностей, которые общество имеет. Довольно сложно обсуждать, например, взаимосвязь или взаимоотношения между основными группами населения. Самые основные группы населения, самые большие группы населения — это мужчины и женщины. Хоть с какой стороны посмотри, это 2 самые основные группы населения. И когда мы видим, что там идет обычный перекос либо в одну сторону, либо в другую сторону, невозможно говорить, что то общество, которое стоит на таком перекосе, может хорошо или быстро или правильно развиваться. К сожалению, вот, особенно может быть, какое-то время пошла неправильная трактовка, неправильное понимание, что такое равенство или неравенство, или вообще права человека или права женщин. Вот, поэтому очень... Извините, вот вы когда говорите неправильно, что вы имеете в виду? Вот мы недавно имели очень интересный разговор с группами женщин в бизнесе. Вот они, где-то было 30 женщин, которые имели этот разговор именно про сущность, именно почему женщины должны быть в бизнесе, да, вот, какие они проблемы и замечательные стороны они видят вот, быть в бизнесе. Вот. Это пример как раз таки вот, вышел именно из этого дискуссии, что есть, например, такая вещь, как 40 запретов для девочек вот, в Кыргызстане. Что означают эти 40 запретов? Например, если посмотреть с исторической точки зрения, это была именно та нужная защита для того, чтобы девочка могла вырасти в полноценного человека, иметь свои права. Но это было то время, когда не было закона, не было верховенства закона. Если сейчас посмотреть на эти 40 запретов, они уже начинают сами по себе ущемлять права этой девочки. Вот эти 40 запретов можно обобщить в 4 основные категории. Например, это про то, как она визуально выглядит. Второе — это про то, когда она должна выйти замуж, да, и по каким канонам. Третье — это про то, как она должна общаться или не общаться. Это больше про необщение, да, что она должна прислушиваться, слушать и не перечить. И четвертая, самая основная его часть — это именно про то, что она не должна иметь амбиций. И у меня был вопрос, и у некоторых женщин был тоже вопрос, а какая тогда еще была защита именно для мальчиков? И какая защита или запреты сейчас сегодня есть? Всегда мы должны вопрос задавать, а как насчет другой части? Как мы помогаем, например, через эти запреты или защиты, да, именно мальчикам становиться добросовестными, эффективными членами как и семьи, так и общества. Почему у нас, например, большинство преступников, да, почему идет перекос на мужчин?
Почему перекос идет на тех, которые делают аварии? Почему перекос на мужчин идет, когда говорим про домашнее насилие? Да? Почему перекос идет на мужчин, когда мы говорим про те, которые меньше живут? Всего несколько дней назад американский Forbes анонсировал новый рейтинг 50 over 50. 50 над 50 – это будут истории 50 самых успешных американок старше 50 лет. Forbes впервые готовит рейтинг, посвященный женщинам старше 50, которые вдохновляют. В анонсе говорится, что издание ищет женщин, которые бросают вызов возрастным и гендерным стереотипам. В рейтинг включат женщин из бизнеса, культуры, политики, благотворительной и правозащитной деятельности, научной и технологичной сферы, а также из сектора инвестиций. Рассказывая истории 50 невероятных женщин старше 50 лет, мы предлагаем женщинам ролевые модели, которые помогут им отстаивать свои права, заявлять о своей ценности и делиться жизненными и практическими советами, полезными для всех женщин, говорит Мика Бжезинский, одна из соавторов проекта. Если бы такой рейтинг составляли в Кыргызстане, в стране бы нашлось достаточно вдохновляющих историй. Одна из тех, что стала таковой для команды Capital, история Татьяны Воротниковой, известной дизайнера. Она несколько лет назад построила свой бизнес, относительно масштабное производство одежды с национальным колоритом, но затем решила, что ей больше по душе эксклюзивность. Несколько лет я ездила почти каждый месяц, я ездила с выставкой в разные страны. И даже, я приезжала, даже не распаковывала чемодан свой, и мы набирали опять продукцию, которую собирали, делали, и в следующую страну я ездила, представляла. Нас узнают, нас любят, нас знают. Вот на всех выставках, которые вот есть такие большие выставки, как Месса Берлин, как Париж, Нью-Йорк, это Россия. Вот у нас скапливалось просто огромное количество. Нам приходилось не только торговать, нужно было рассказывать о своей стране, кто мы, откуда, чем мы занимаемся, потому что для людей было удивительно. До этого у меня было 40 сотрудников и где-то около 18 надомников. И у нас было несколько участков. У нас был магазин. Я поменяла концепцию своего производства. Я сократила количество людей, я закрыла очень много цехов. Сейчас у меня здесь, которые работают вот в мастерской, непосредственно вместе со мной, это 5 человек. Потому что мы арт-студия. Можно назвать мою мастерскую это бизнесом для души. Вот такие строчечки, это курак, это пуговицы. Это такой вот, знаете, как свой язык, как стиль, как свой почерк. Почему он идеально красиво построена вышивка, выполнена очень красиво. И вдруг какой-то кусочек совершенно другого цвета. Пришивают какие-то вот кусочки, где-то вот здесь на кармашек, или на воротничке, или тумарчик. С чем связано? От сглаза. Делали где-то тумарчик или на внутреннюю сторону. Вот она, иголочка или булавочка от сглаза. Ну вот, здесь тоже вот заметили, да? Современный тренд. Да, и он другого цвета деталь. Мне тоже все говорят, а почему зеленая? Но оно очень хорошо маленькими деталями сюда вместилось, и оно вот как раз вот отражает вот то, о чем я вам говорила. На
На сегодня все. Менее чем через неделю смотрите новый выпуск программы Capital. Мои коллеги на кыргызском языке расскажут, что нового в мире бизнеса, финансов и рынков. Смотрите Capital на кыргызском языке. Всего вам доброго.